Вот такое масло, ребята, на морозе. Ну что, Кормилец, давай, твой выход. Ну что, погнали. Полетели. Ба-бам! Ай, красавцы, ай, сидят. Ай, снежочки-то сидят. Холодно, холодно, базара ноль. Такие морозы. Собак не угонят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 12, ребята.
12, ага, вот еще пачушка поднялась за ними. Совсем недалеко, можно было стрелять даже. Ну и отлично. Это радует, что есть птица, есть зверь. Что не все так печально, как казалось. Что, ребята, всем привет. Морозный денек, минус 25, ребята. 12 дня, начало первого, ребята. Шагаю на Таежное озеро. Еду к утопленнику. Сегодня у меня такой лайтовый выход, ребята. Ну и, в общем, на новой технике. Ох и хорош, ребята, ой и хорош. Буравица местами переметена, была буря. В общем, где-то ее сравняло. Ну, я, в общем, даже ее не выбираю, я просто иду, ребята. 600-й тафалар на 20-м лифане. Ой, ребята, это просто прелесть. Красота. Буквально на днях, ребята, обкатался, были морозы, но я немножко двигался. Мужики даже не заводятся, а я в целом заводился и, в общем, обкатался. Все, поменял масло, ребята, кое-какие-то телодвижения. Сразу поставил тросик тонкий, потому что здесь заводской, но он очень толстый, очень прям, ну, неудобно. Он даже не газует, грубо говоря. В общем, сделал кое-какие марафеты. Здесь кое-какие нюансики, протяжки, не протяжки, дополнительные пружинки. Ну, чтоб уже все было, ребята. Взял кое-какие вещи. Взял доски. Везу доски, ребята. Ну, это так, в целом. В целом, выгружу возле майны, которой еще нету. Они пригодятся, ребята. Там, может, что-то будем подкладывать, может, что-то будем, не знаю, там, какая-то, может, постройка там будет. Ну, я имею в виду, какая-то раскосина, то бишь доска она нужна будет. Взял бур, печню, пилу. Возможно, даже, если получится, если пила заведется, пильну пару жердей, взял трос, притащу на лед. В общем, сложу, ребята, и все было, чтобы аккурат. Но еду не просто так. Стоят, ребят, жерлицы у меня. После последней рыбалки я их оставил. Все хотел приехать побыстрее, но вчера у меня не получилось. Новый год. У ребенка был утренник. В общем, не получилось мне вырваться, ребята. Ну, в общем, стоят жерлицы 2 дня. Боюсь, как промерзли они, наверное. Ну, взял печню, наверное, выдолбим что-то как-то. Ну и, возможно, будет у нас сегодня, ребята, щука. Сегодня будет свежая щука. А вот опять же взял, ребята, кан живцом. Есть у меня карась. Если будут хорошие экземплярчики, так скажем, потому что тот раз вот, ну, не особо у нас получилось. Были сработки, но мелкая щука. Смотрели, когда первый раз мы ездили, смотрели по камере. В общем, Тофик стоит, бедолага, с окунями. Ну и, в общем, еду, ребята, на разведку. Везу вот эти доски, жерди приготовлю там. Ну и, в общем, как-то посмотрим. Морозик, красота светового дня. Осталось пару часиков, ребят, надо спешить. Ну, в общем, я уже прошел поля, пересек реку. Осталось немножко болота. И будем выскакивать на лед на озеро. На Таежное озеро познакомлю с новой техникой. Надеюсь, пустит. Сейчас к этому озеру, ребята, отношусь так прям. Ух. Ну, в общем, все, ребят, что, полетели. Не будем терять времени. Время идет. Еще, возможно, будет проблема с жерлицами. Потеряем много времени. Ну, а так, в целом, ребята, доволен просто. Это вообще, это аппарат, конечно. Да, немножко макияжа своего там туда-сюда, но это мелочи жизни. Обкатался, поменял масло, все, ребята, все в бой, полетели. Отлично. Иду не спешонько, ребята. Подогревы работают. Так, в целом, сейчас по полю дал немножко газу. Аж грудь как бы промерзает. Холодно. Здесь возле реки, наверное, даже на 2-3 градуса холоднее. Ну все, пошагали. Ну, здравствуй, озеро!
что, добрались. Добрались. Вот здесь, ребята, одиночно лежит Тафалар Лонг 500. Приехал собрат твой на помощь. Ладно, разгружаюсь, ребята. Быстренько доску сюда стопочку сложу. Но ехал, вот не смотрю, не знаю, какие жерди лучше взять. Потому что там болота какие-то гнилые. Не знаю, посмотрим. Сейчас сначала, наверное, разберемся с жерлицами, а потом уже будем думать, успею, не успею. Поздно сегодня выехал, не получалось пораньше, ну да ладно. Ну все, тут, ребята, рядышком выгрузил. Не знаю, штук 10. Доска там такая. Ну тут пригодится. Нет, так в печку пойдет. Палатку буду ставить, наверное, с печкой. Еще так распилим, стопим. Так, что дома у меня там стопки лежат. Не пустой, как бы загрузил. Боюсь, что жарится, ребят, перемело. Веточки я не ставил. Буря была. Ладно, полетели. Так, ребят, ну что, добрался. Так, ну что, в общем, есть, ребята, есть на что посмотреть. Раз, два, три, 4, 5. 5. Ну и в общем все. 5, ребят, сработок. Есть на что посмотреть. Ну и в общем мороз. Плюс замело, ребята. Возможно, щука брала, но флажок не сработал. А так здорово. 5 сработочек. Вот эта сторона опять же не сработала. Хотя вот ставки на нее делал. Ну, загар есть один. Дальняя бровка и тут ближняя бровка 2. Интересно как-то в этом году. Ну, давайте, ребят, взглянем. Посмотрим. Сначала, наверное, чайку испьем, а потом начнем. Они удобно мягкий. На старом, получается, был самодельный, он твердый, как стол был. А сейчас, получается, ну, не, в принципе, можно ложить. Все шикарно. Так, ну что, погнали? Вроде щука есть, ребята. Что-то непонятно. Трава, что-то уже легко пошло. Опа. Траву завела. Так, что тут? Не могу понять. Вот он. Ну, щука была, вон, поводок аж весь, блин, загнула.
Первая мимо. Ну, эти придется все одолбить. Все придется по всем пройтись. Отдолбить. Надо смотреть, потому что флажок может не сработанный, а лески не будет. Так. Ну, когда мы здесь рыбачили, на нее тоже была сработка. Здесь что-то даже вымотки нету. Возможно, борода. Вот так вот опять промерзла. Вот насколько промерзла. Насколько промерзла, ребята. Мороз. В такой мороз железами заниматься очень плохо. Ох ты. Смотрите, ребята. Вообще обрыв нахрен. Что, леска такая, что ли, говно? Ё-моё, обрыв, блин. А как оборвало, почему? Охренеть, блин. Леску нахрен эту поменять надо будет. Когда был на Печоре, тоже был обрыв. По узлу получается. Да, леска уже все отходила свое. Ну да, вон видно. Ай, вообще беспонтово. -2, ребята. Ну здесь походу была щука, да. Получается лед, она взяла, когда уже леска была промерзшая немножко, а потом уже точить никак. Из-за этой вымотки не было. Ну флажок-то сработал, немножко протащила и потом оторвала нахрен. Возможно, хорошая даже была. Ну, возможно, невозможно. Леску менять надо нахрен. Ну, здесь такая же ситуация. Даже вымотки нету. Даже вымотки нафиг нету. Здесь не особо промерзло. Хорошо, значит, закапано было. О, щука есть, ребята. Щука есть. Кто-то газанул. Так. Вымотки нету. Щука есть вроде. Ага, тащит, ребята. Опа. Ох, щука-то такая, ё-моё. Это разве щука, блин? Тихо, подруга, стой. 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 Сейчас мы красиво сделаем. Давай, подруга. Ну тихо, что ты? Давай домой. За дедом. За бабушкой. Да. Это не щука. Одно название. Ладно, что? Ставим свеженького. А, ну вот, явно, понятно. Была петелька. О, ну смотрите, ребят, даже и не вымотала. Сразу же секанула.
Ну ничего, посидела, подумала о своем поведении. Раз, два, три. Немножко посидела, подумала о своем поведении. Так. И так. Живой, живой. Давай, друганчик. Работай. Лови новую щуку. Сезон-то он, конечно, потерян уже на этом озере. Вон такого карасика она взяла. Так. Ну что у нас еще? 2 флажка. Там, кстати, подходил, тоже вымытки вроде не было. Ну что, тут что у нас порадует? Нет? Нет, ребята. Никого. Карась даже на месте вроде. Да, пережала его, пережрала и выплюнула. Вот так вот как-то. Да, без щуки будем, походу, ребята. Ай, ну ладно, что поделать. А здесь, ребята, размотка была. Опа. Тут вроде кто-то есть. Походу. Уху-ху-ху. Уху-ху-ху-ху. Ой-ой-ой. Мама родная. Мама родная. Вот такие щурки. Ай, блин. Ты зачем так заглотила-то, подруга? В такой рот даже и зевник не засунешь. Ну я говорю, вот флажок не поднялся, размотка была. И как вот сейчас мне ее доставать? Да, ребят, прям в этом. У нее тут еще и окушок мелкий. Придется забрать, ребята. Тут уже не обессудьте, конечно, но вот такие они вот шибают, сработки делают и сразу выплевывают. Не могут заглотить. Такая вот щука. Ту как бы получилось отпустить, а эту ни хрена. Ну печня, конечно, ребята, красота, блин. Чего я раньше без печни делал, я хрен знает. Как-то еще ездил, блин. Ну-ка. Нет, сработало бы. Не могла. Снег не давал. Ладно, ставим что, живца нового. Раз, два, три. Карась есть, что он в холодильнике лежит. Зачем он? Пускай лучше тут лежит. Может, под Новый год, ребята, на стол получится хапнуть. Ну, конечно, навряд ли. Сезон на озере закончился уже. Но мне здесь все равно находиться. Пускай жерлицы стоят. Сейчас пока рыбалок нету. Пока не достанем буксировщик. А потом уже с чистой совестью уже можно будет. Ну вот, а заодно подкармливаем местное население. Лисы, вороны. Здесь, кстати, ребята, волчий проход. Не знаю, всю дорогу был года 3. Сейчас, конечно, ребятки постреляли немножко, но вроде как до сих пор тропа здесь проходит. Часто они здесь мигрируют.
Заводюга. Щучка. Ну вот, ребята, флажок не сработан был, а леска оторвана. Кстати, это другая леска, уже черная. Это был еще какой-то злодей. Сильно было вмерзнуто. Что-то интересно. Но это, конечно, блин, не должно быть так, чтоб я, блин, просто так доставал. Надо леску все-таки получше поставить. Потолще, просто потолще. Ну вот, друзья, я поработал немножко. Время, конечно, потерял очень сильно. Не знаю, сейчас залазить, нет, в болото, пилить. Пила заведется, нет. Что-то я даже не пробовал. Чайковского попьем. Да, конечно, из-под гусянки, ребята, гребет мама рода. Но тут, смотрите, видите, здесь как у тайги уже. Захват очень здоровый. Поднимает прям капитально. Сейчас 15 минут, ребята, темно будет. В общем, что мы имеем? 5 сработок. Одна из них щучка небольшая, отпустили, слава богу. Один обрыв. Без сработок много. Вот в этом пятаке вообще вот такие зубы, иглы. Ну вот такая щука, которая сейчас попалась. И получается по этой стороне еще один обрыв. И маленькая щучка, которую пришлось забрать. Ну, не поделать ничего там. Капитально она всосала в двойник. Там без вариантов. Так, зайду, наверное, сначала с печней, потому что там, ребята, бобровая хата. Посмотрю что-нибудь. Если нормально, болото замерзшее, то заеду. Вон здесь полностью такая запруда. Вот эта хата бобровая, здоровая очень. Ну и что-нибудь нам надо вот из этих березок, наверное, что-то будет взять. Они тут такие сухие, гнилые. Так получается. Ну, диаметра, я не знаю, 10 может. Слишком толстые, так скажем, не нужны. А вот такие самый раз будут. Вон, видите, ребят, о чем я говорю. Вот это болото. Вон оно. Не замерзшая ни хрена. Здесь можно и провалиться самому. О, смотрите, ребят. Тут я сам нырну. Не получится с болота. В этом году везде такая хрень. Снега очень много. И рано его навалило. Я там вот так могу провалиться. А то и по пояс между кочками. Сырой еще буду. Лучше с леса притащу. Нахрен. Настроение себе портить. Так и есть вот. О чем я говорю. В этом году так. А в прошлом году классно было. Морозы ударили без снега. Все промерзло. А потом снежочек. А сейчас наоборот. Он так провалилось. Я даже до конца не пускал. Притащу из леса. Когда буду сюда ехать. А завтра, наверное, прокачусь. Все же жерлицы стоят. И притащу нормально, спокойно. Сегодня боялся зажерлиться.
Промерзли, не промерзли. В общем, нормально. Ладно. Поедем, хлопцы. Ладно, залечки, давайте щучку ловите. Надо поймать все-таки на Новый год. Не этот же хвост, который поймали. Доеду, ребят, посмотрю, где косачи сидели. Отсюда где-то я поднял их. А вон, ребята, вот эти удочки. Вот, смотрите, видите, где они сидели. Брык, брык, вход, выход. Вот они прям в кусты туда заходят. Вот еще отдельные. Вот еще. Вот они здесь были, ребята. Ну, 12 штук я насчитал, получается. Вот еще. Но обратно они сюда не нырнули. Явно понятно. Вот, смотрите, ребят, пухляк. Снега по пояс. Ему похрену. Он гребет. Добрался до реки. Тут такой жесткий подъем, ребята. Ну или сейчас в данный момент спуск. Хочу показать, как работают тормоза. Просто колом встает, ребята. Отлично. Тормоза идеальные, ребята. Ну, гидравлика, понятное дело. Обычно я здесь с разгона, ребята, взлетал. Сейчас попробуем просто спокойненько. А он даже не чувствует, ребят. Я не знаю, пригодится мне понижайка или нет. Но в общем, я просто, ребята, доволен. Просто доволен. Вот это реальная техника для таких, которые любят куда-то залезть. Для охоты, для рыбалки, ребята. Ну, стандартно маленькая мотособака, она не пойдет по пустяку. А здесь он даже не чувствует. Он просто херачит, ребята. Просто вывозят, ребятки.
Ребята, доброе утро. Ну что, морозики давят. Морозы не отпускают. С утреца что-то около 30-очки давило. Ну, ближе к обеду немножко подспускает, а вечером то же самое, ребята. В общем, пылю второй день. Вчера заезжал на озеро. Вы прекрасно все видели. Ну, вчера выехал поздно, не успел там. Хочу сегодня завести жерди. В общем, сегодня с утреца, ребята. 2 дня у меня есть свободного времени. И, в общем, стоят жерлицы. Занимаюсь пока такими вот делами. В общем, мороз. Глухозимье, ребята. Реки пустые. Буранец нету. Рыбаки сидят дома. Рыба не клюет. Ну и, в общем, чтобы нигде-то не лазить. Катаюсь. Немножко делаю дела. И, в общем, небольшая рыбалка на жерлице. Новый Тафалар, ребята, 600-й. Доволен как удав. Прет просто безумно, ребята, прет. Прям, ну реально, ребята, техника прям для настоящего таежника, который вот... Буранка ему не нужна. Он захотел в эту точку и поехал. Катаюсь, ребята. Ну, тем самым многие скажут, зачем катаешься, тратишь бензин. В мороз делать нечего. Ребят, ну, в целом, повторяюсь, рыбалки нету, ну и кататься надо, ребята. Вроде обкатал, поменял масло, но все же надо немножко дать им моточасов, чтобы быть уверены, потому что первые покатушки они могут выдать какие-то непонятки, ну, я имею в виду какие-то поломки. И чтобы ходить на дальняк, чтобы быть уверенным, ребята, небольшие моточасы нужны. Проехал полпути, пересек реку. Буранка как кол, ребята, просто как кость. И вот вчера смотрю, мои следы, никто не проезжал. Ну, лисьих следов просто много, ребята, просто. По 2, по 3, они вот так выходят, вон по буранице, сбоку идут. Очень много лис. Ну, начался такой период, сейчас конец декабря, начало Нового года, да, и вот, в общем, мороз. Сейчас такой нехват идет в лесу. Сейчас вот волки, кстати, самый период, когда их надо опасаться, январь. Вот лисы начинают шерстить везде, искать пропитание, снега очень много. Ну, такой, ребят, момент, конец декабря, вот снега примерно конец января, вот такой вот примерно объем. В этом году снега очень много. Тормознул немножко перекурить, попить чаю. Ну, полдороги, ребята, в общем, буду присматривать сейчас какие-то жерди ближе к озеру. Ну, чтобы не тащить их, как бы, слишком далеко, а вот поближе где-то. На озере не получилось, там болото, ребята, не замерзшее вокруг. И не заехать, и не зайти. А вот с лесу можно затащить. Ну, вот смотрю, какие-нибудь стройняшек. Что-нибудь пильнуть. Ну и затащить на лед. Я думаю, 3-4 штуки вполне будет достаточно. Буду сделать какой-то треугольник в плане подъема. Вешать, ребята, туда какое-нибудь пропускное кольцо. И, в общем, есть вот еще тоже вариантик, ребята. Человечек, у него есть хороший вездеходик и хорошая лебедка на нем. И в целом, говорит, Андрюха, если что, могу поспособствовать. Приедем прямо на вездеходе. Поставим трехногу, и вот этой лебедкой не вручную, ребята, а вот именно лебедкой от вездехода будем сооружать подъем. Не знаю, ребята, в целом, ну, пока вот такие телодвижения. Праздничные каникулы, и будем ехать, будем доставать. Все, пью чайку, ну и в путь. Вчера поднял косачей, сегодня посмотрим, ребята, в этом углу косача специально проеду, может просто так подымем. Ну, в этом углу они живут. Это классно. Давайте, ваше здоровье, ребята. Мы начинаем. Все, ребята, хожу дальше. Кстати, с утра было около 30-ки. Завелся спокойно. Хоть еще и новый. Масло свежее. Но заводится идеально, ребята. В принципе, что и предыдущие у меня заводились очень прям великолепно. Хотя, допустим, многие мужики с поселка не заводят такие морозы. Ну, мне кажется, что, ребята, техники 30 градусов это как бы не особо прям так
мощно. Я понимаю, 40 там. Якуты ездят 50, и ничего страшного. Техника должна работать, должна ходить. Она покупалась не стоять в гараже, а путешествовать, ребята. Правильно? Правильно. Ну вот, ребята, смотрите. Все в свежих следах в лесе. Ладно, погнали. Я на болоте. Здесь проходит ручей. Кстати, да, бывает он тоже вскрытый. В общем, ну тут буранка вот такая неудобная. У меня есть пила. Заодно, ребята, сделал хорошее дело. Там пару кустов таких неудобных проезжать. Ну и, в общем, в основном здесь осина, береза. Ну и, в общем, вот есть, ребята, кустарники, вот такие черемухи. Она, в принципе, и очень крепкая. Под жерь пойдет. Ну и длинная, как бы, стройная. Мне кажется, то, что ни на есть, будет прям классно. Сейчас прогуляюсь, посмотрю здесь, что почем. Ну, березы, конечно, трогать я не буду. Не хватало мне еще за березу потом разговоры вести. Ну, вот такие кусты, я имею в виду, как черемуха. Это будет прям шикарно, мне кажется. Так и сделаем, ребята. Так и поступим. Так, не знаю, ребят, как заведется пила. С осени ее не заводил. Заливал вчера масло. Просто густое. О, даже уходит, в принципе. Ну что, штиль, что ему будет? Похрену, подорабанить, спускай немножко. Ну что, две готовы, ребят. Такие кривые немножко. Ну а что сделать? Так, что у меня тут есть? Брал веревку, ребята. Веревка всегда нужна. Сейчас зачекируем и потащим. Здесь, конечно, кривовато. Здесь вероятно зацепиться куда-нибудь. Ну ладно, что делать? Петельку делаем. Раз. Петелька 2. Тут протягиваем. Тут прицепной. Залезет, да? Залезла. Так. Ну это тут что, на удавку, ребята.
Так, веревка длинная. Я думаю, потихоньку поползем. Там дальше еще одна. А еще жерди. Я думаю, жерди нормальные, крепкие. Ну что, ребятки, добрался, дотащил. Вчера здесь объяснял, здесь пойма. Здесь, во-первых, березы все гнилые, они не выдержат. Надо прям что-то могучее. Ну, конечно, бы это береза. Береза бы была бы самым классным вариантом. Но березу жалко, нельзя трогать. Вот. Такие жердечки. В общем, ребят, будем делать трехногу, связывать как-то их проволокой, катанкой. Забуривать лунки не до конца. Туда вешать лебедку, крюк или какое-то кольцо, по которому будет идти трос. Возможно, будет стоять вездеход, который будет мотать. Возможно, будем делать вручную, делать подъем. Нам немножко его надо будет приподнять. Ну а потом делать техники. Изначально только его оторвать от дна. И, в общем, там уже разберемся, мне кажется. Так, ну что, чайку попьем, наверное, ребят. И поедем к жерлицам. Кофр, конечно, штука, ребята, крутая. Что у меня тут стяжки. Кстати, поменял я, ребята. Хотел, точнее, поменять ручкой. Купил вот такие ручки, ребята. Вот они идут набором. Две. Вот такая, в общем, классная ручка. Но здесь, ребята, у меня был момент. Здесь обычно снимаешь и засовываешь, да, вот таким образом. И затягиваешь. Но здесь, ребята, у меня подогрев, оплетка. Снять я это не могу. Ну и, соответственно, расширить тоже. В данный момент, если у меня ломается вот это крепление, то будет неудобно. В общем, заказал другие ручки. Вот такие, ребята. Вот с таким соединением на болтах. Железно. И уже будет все в аккурат. Силиконовая смазка. Сразу тросик силиконил. Ну, ключи тут, что тут? Сумка, которую надо прицепить на руль. Всяко разно. Интересно, есть сработки? Нет, ребята? Ну, давление, мороз, мне кажется. Если есть какие-то, то это мелкая щука. Будем посмотреть, короче. Набрался до жерлиц. 38 минут, ребята. 11-го. Тишина. Тишина и только. Ни одной сработки вообще. Да. В принципе, уже и утренний выход. Так таковой должен бы быть. Вчера жерлицы все почистил. В принципе, сработка должна быть. Если, ну, если щука клювала. Флажок бы поднялся. Жерлицы не заморожены. Ну что сказать, Все, ребята, здесь начинает немножко замирать все это дело. А если была бы оттепель, возможно, щука бы шевельнулась. Но с такими морозами делать тут нечего. Да, ребята. Без щуки мы на Новый год свежий. Ну, не ладно. Ничего страшного.
покатался так, дела поделал, что. Приятное с полезным, как говорится. Техника, ребята, готова к бою, мне кажется. Собираю жерлицы. Не буду я тут ждать вечера, даже сидеть. Толку нету. Морозится. И домой. По магазинам надо. Продукты. Туда-сюда, на стол. Буду выезжать с лесу, с поселка. Поеду домой. Отметим Новый год, ребят, как полагается. Провожу я его так достойно. Карабкался он в этом сезоне, в этом году ко мне по-всякому. И волки, и проваливался, и утонул, технику утопил. Так, он немножко мне показал пятую точку. Ну ничего, ребята, в целом рыбалка была отличная этот сезон. Купил мотор лодочный. Теперь новая техника, ребята. Катались. Был у Гены в гостях. 2 раза причем в этом году. Летом и зимой. Были трофеи. Неплохая рыбалка по налиму осенью. Хорошие ночевки. Все только впереди, ребята. Последнее видео выходят короткие такие, своеобразные, там небольшие рыбалки, там с Печоры, какие-то обзоры и так далее. Нет таких полноценных роликов, которые мы привыкли, ребят, наблюдать. Выходы с ночевкой, с палатками, с печками, шикарные рыбалки, такие классные посиделки и так далее. Ну, когда я утонул, ребята, многие из вас писали: Андрюха, тормозни, дай немножко тишины. Переосмысли и начни все с чистого листа, ребят. Но я этим и занялся. Съездил к Гене, пожил в неделю вообще без связи, грубо говоря. Приехал, забрал технику, приготовил его, ребят, к сезону. Сейчас достанем тафалара и начнем, ребята, начнем возню. Так что как-то так, ребята. Все, собираю жерлицы и домой. Уезжаю домой. Все, ребята, собрался. Солнце северно провожает. Собрал все жерлицы, налил чайку, ну и в путь дорожку. В общем, ребят, хочу поздравить с Новым годом, наверное, уже. Потому что видео выйдет 2022. Пожелать крепкого здоровья, ребят, всем. Счастья, любви, семейного благополучия, крепкого очага, поддержку со стороны, ребята. Четких друзей, уверенных, которые не пройдут мимо, помогут в трудную минуту. Ну и трофеев, ребята. Трофеев, наверное, все-таки мы рыбачим. Охотникам хороших дичи, ну и рыбакам крупных трофеев. Давайте, ребята, увидимся в следующем году. Пока.